Достар, біздің бүгін қонағымыз Байғали Серкебаев Ермекович. Сол кісі бүгін өз жоспарларын айтып береді. А-студио тобының жаңа әндерін, жаңа клиптерін тыңдаңыздар, бірге болайық, достар. Казах Тайм на Freedom FM. Қайырлы таң, қазақ елі. Доброе утро, Нью-Йорк. Это Казах Тайм из Нью-Йорка. Как обычно, каждый понедельник в 10 утра. Всем доброе утро. Доброе утро, с вами Андрей Чагадаев. Я здесь присоединился к программе «Казах Тайм». И сегодня, кстати, я хочу поздравить Данияр с тем, что на прошлой неделе у нас в гостях был тот самый человек, который буквально на днях выиграл Грэмми. Все верно, да, Андрей. У нас на прошлой неделе был Иманбек, и как раз перед наградой он дал нам интервью, тогда он еще не был обладателем премии Грэмми. И вчера вот буквально все новости пестрят только об этом. Иманбек выиграл премию Грэмми. Это просто замечательные новости. Итак, Андрей, сегодня я хочу поделиться с нашими слушателями. Сегодня у нас замечательный гость, легенда казахстанской эстрады Байғали Серкебаев, основатель, продюсер группы А-студио, друзья. Сейчас и вас слышат слушатели радио Freedom FM в Нью-Йорке. Вы сейчас в прямом эфире. И я думаю, что многие из наших радиослушателей являются, во-первых, поклонниками группы А-студио, вне зависимости от принадлежности какой-то национальной. Мы знаем, что вся большое количество выходцев из бывшего Советского Союза с огромной теплотой, с огромной любовью относятся к творчеству группы А-студио. Это уникальная группа, да. Действительно, объединяющая в себе очень много талантливых людей. Андрей, один из таких интересных фактов, то, что 34 года этой группе уже, 34 года. То есть 34 года. Да, это, то есть, мой ровесник, я сам 87-го года рождения, и моего отца зовут, кстати, Ермек тоже, и этой группе 34 года. Ну, для нас большая честь, что Байкали у нас сейчас в гостях, и я, кстати, знаком с некоторыми участниками группы А-студио, с Полиной Гриффитс, в частности, с Игорем Луценком, тоже мы знакомы. Немного. Пожалуйста, как дела? Вы сейчас где находитесь? Вы сейчас, если не ошибаюсь, в Москве, да? Да, я приветствую всех, кто слушает нас сейчас на волнах Freedom FM. Я нахожусь в Москве, на нашей студии, которая называется Aynaline Records. Наша домашняя студия, на которой мы записываем наши песни. В основном, конечно, мы работаем также и на других студиях, но это наша первая студия, которую мы собрали с Владимиром Миклошичем много-много лет назад. И записывали на ней и наши альбомы с Баттером, и с Полиной Гриффитс, и с Кэти. И вот сейчас работаем над новым альбомом, так что я всех приветствую с нашей студии. Желаю всем хорошего дня и надеюсь, что мы проведем хорошо время вместе. Однозначно, Байғали Ермекович. Вчера мы с вами буквально созванивались, вот у вас была уже глубокая ночь, у нас был день, мы с вами обсуждали наш сегодняшний эфир, и вы были в это время, даже ночное время, вы в студии, вы просто, очень живете, по-моему, да, вот студией и вот с творчеством. Ну да, последнее время особенно, все как бы находясь на карантине, вся моя жизнь проходила дома, и в моей московской квартире, и в нашей студии, которая находится недалеко. Я пешком буквально в течение дня несколько раз туда хожу, чтобы наматывать километры здоровья, которые необходимы всем нам. И мой день состоит он делится на две половины, наверное. Половину я нахожусь у себя дома, где я занимаюсь классическим фортепиано. Я возобновил занятия академической музыкой. У меня прекрасный инструмент, и, в общем, я погрузился в мир классики Шопена, Рахманинова, Бетховена, Баха. А с чем это связано, Байғали? Почему вы вдруг решили обратиться к классической музыке? Вы знаете, на самом деле я же получил классическое академическое, образование. Я закончил школу имени Куляш Байситова и Алматинскую консерваторию очень давно. И, в принципе, мое предназначение было, как хотел мой папа Ермек Серкебаев, он видел во мне он видел большого великого пианиста и дирижера. Угу. Но так случилось в жизни, что начиная где-то с 7 класса, даже 6, наверное, я как-то услышал группу Битлз, которую принес домой мой старший брат Алмаз. Он тогда играл в группе, у них такая была своя тоже рок-группа какая-то там в консерватории.
И он принес эту бобину на пленке, включил, и я обмер, и с тех пор я стал и до сих пор являюсь прежде всего битломаном. Ну и после уже Битлз пошли другие направления музыкальные, и я очень много интересовался джаз-рок музыкой, фанки. И, как вы знаете, музыка А-студия, она пронизана абсолютно разными направлениями музыкальными. Но любовь к классической музыке, которая уже, так скажем, в моих жилах течет с самого моего рождения, и в 5 лет я уже начинал заниматься фортепиано. Она, конечно, во мне была, есть и остается, и я всегда мечтал вернуться к классике, и вот, как говорится, нет худа без добра, вот это время, когда мы все сидели дома, как во время локдауна, я понял, это самое лучшее время, потому что у меня не было абсолютно времени на занятия классикой, потому что гастроли, интервью, съемки и так далее. И только приходишь поздно ночью домой, прохожу, с сожалением, мимо рояля, охаю и ложусь спать. Утром встал, побежал опять мимо рояля, позавтракал и дальше. И вот сейчас такое время, что появилась возможность возобновить свою технику. Я, честно говоря, переживал, думал, как это получится. Ну, все прекрасно, руки все помнят, голова помнит. Я выучил вальс Шопена, выучил этюд Шопена. И сейчас хочу, в общем, сделать такую небольшую программку. И, возможно, даже буду каким-то образом выступать и с классическим репертуаром. Это моя такая мечта. Удивительно, как действительно время пандемии для музыкантов, со многими музыкантами разговаривали, да и по себе знаю тоже, стало таким временем пересмотра каких-то своих творческих вещей. Кто-то пишет новую музыку, кто-то обращается к каким-то новым звукам и звучаниям, а кто-то вдруг возвращается к классике, как вы выяснил совершенно неожиданно. Вот так вот ходил вокруг рояля, ходил, да в итоге взял, присел, сыграл, и началась новая история. Что касается нового звучания, у меня тоже это произошло именно опять в момент локдауна. Я последние все годы, несколько лет работал с разными аранжировщиками. В отличие от раннего студио, когда я делал все сам, у меня были одним из первых вообще музыкальных инструментов в Казахстане. И я все альбомы ранние писал на своем оборудовании, в своей студии. А потом стал как-то работать с ребятами, с моими коллегами. Но сейчас я опять вернулся, так скажем, handmade. И я обновил свой технический парк. Взял новое оборудование, компьютер, мне поставили очень хорошие программы и звуки, которые вдохновили меня. И я вот буквально как мальчишка в 18-20 лет опять с упоением каждый день, позанимавшись Шопеном, бегу на студию, включаю свой компьютер и уже тут погружаюсь в мир уже электроники, различных плагин и таких технических средств, которые позволяют сейчас писать интересную музыку. То есть вы из тех музыкантов, вы не относитесь к тем музыкантам, которые остались в аналоговом таком мире, а наоборот увлечены и плагинами, всякими звуками и прочее, потому что мир делится на разных. Есть те, которые к компьютерам просто за километр не подходят, а есть, я так понимаю, как вы, которые вполне себе подружились. Ну, да, знаете, во-первых, у меня был такой период, когда я сопротивлялся, когда появился компьютер, я помню первый Atari 1040, и все перешли на него. Я все продолжал писать прямо на синтезаторе, программировал. И вот этот такой бум компьютерный почему-то у меня вызвал какую-то, я не знаю, не то что негатив, не знаю, какой-то протест, потому что мне всегда не нравилось, что делают все подряд. И хотя в этот момент именно я уже начинаю заниматься этой музыкой, я написал песню «Солдат любви», которая сейчас недавно звучала. Но в тот момент у меня почему-то у меня возникла такая мысль, что нужно сделать наоборот аналоговую, акустическую, живую музыку. И альбом «Грешная страсть», он весь именно исполнен живьем. Это с живыми барабанами, с живым симфоническим оркестром, со струнным квартетом, где мне помогал мой старший брат Алмаз Серкибаев. И вот это получился вот в 2000 году, по-моему, наш альбом «Грешная страсть». Он именно был таким акустическим. Но время идет, и нужно все успевать. Я поэтому не могу сказать, что я только в акустике или я только в электронике. Я и там, и там, и там. И получается, что я еще и в классике теперь. Да, хорошо, замечательно, это здорово. Я вообще очень люблю, когда музыканты начинают открывать себе что-то новое или забытое старое. Данияр, тебе слово, если у тебя есть вопрос какой-то.
Да, Байгали Ермекович, вот по поводу песни «Селяви», мы хотели бы сейчас его для начала, чтобы наши слушатели, которые находятся в Нью-Йорке, наши казахстанцы и все слушатели могли его послушать, и после этого мы можем еще раз вернуться к вам и поговорить уже. Давайте послушаем композицию «А-студио». Композиция называется «Селяви». Поехали, друзья? Поехали. На Казах Тайм. Как вы не поделились, где эта локация-то, где вы снимали его? Я, кстати, его сейчас в эфире задам его. Да, это очень интересно, неожиданно красиво получилась у нас локация. Это Тульская область, там есть такие каньоны, какая-то, в общем, старая какая-то разработка была, там добывали уголь или что-то. И там, в общем, получились вот такие горные такие, в общем, холмы. И эту локацию нашел наш режиссер Женя Курисон, с которым мы снимали уже наши прошлые клипы «Только с тобой», «Бегу к тебе». И поехали вот в эту вот такую пустыню, соорудили там такую космическую сцену зеркальную. Да, да. Вот, может быть, поэтому она и напоминала каким-то образом какую-то инопланетную. В общем, она выглядит как какая-то большая солнечная батарея. И на этой, в общем, солнечной батарее мы расположились с нашими инструментами, и вот и снимали разные там планы, с коптера снимали, с камеры снимали, вот, и, в общем, создали такую атмосферу какую-то. Это как раз были последние теплые деньки осенние перед началом зимы, и, в общем, нам повезло очень с погодой, мы вообще, на самом деле, всегда, когда снимаемся с Женей, он нас все время морозит. Я говорю: Женя, ты хочешь, чтобы мы вообще погибли, или что? В первом клипе он нас обливал холодной водой ледяной, в клипе «Бегу к тебе». Потом следующее видео «Только с тобой» мы снимали в Москве, Подмосковье, где-то в январе, по-моему, был страшный мороз, минус 20 градусов в подмосковных лесах. Мы закутались, оделись как можно, по несколько, в общем, штанов на себя. Хорошо, что был Гринваген, вагон, где мы отогревались, пили кофе, чай, выскакивали на какой-то там, как в открытый космос, выходили, снимали какой-то кадр, возвращались опять в гримерку. И так, в общем, 2 клипа. Но с третьим нам повезло, у нас была прекрасная погода, так что мы могли быть в летней одежде. И повезло с солнцем, с режимом. Все сложилось прекрасно. Я думаю, что это очень интересная работа. Просто, я уже заметил, когда работаешь над каким-то треком, мало того, что ты его там сначала придумываешь, потом записываешь, потом аранжировка, потом студия, бесконечные дубли, потом бесконечный выбор этих треков, корректировка, и уже пока снимается клип еще, песня надоедает, уже замыливается, и уже невозможно ее объективно оценить. Поэтому я думаю, что лучше всего, конечно, это смотреть. Казах Тайм на Freedom FM. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Это Freedom FM, программа Казах Тайм. У нас в гостях сегодня Байгали Серкебаев, Байгали Ермекович. Он в Москве, по скайпу. Мы с ним сейчас ведем переговоры. И сейчас только что послушали классную композицию под названием «Селяви». И вот я сейчас задавал этот вопрос. Давайте спросим, чтобы для наших слушателей, которые Freedom FM. Байгали Ермекович, вот клип «Селяви», где вы его снимали? И вы, по-моему, тоже вместе с Илоном Маском летали на Марс и снимали там его в Марсе, по-моему. Такое ощущение просто передается, просто на самом деле необычная локация. Да, на самом деле Илон Маск предложил нам снять его на Марсе, но у нас просто не было времени, и у нас не было разрешения вылетать на Марс, потому что мы не успели сделать тесты. От ковида. Да, и нам пришлось быстро переориентироваться и снять его в Тульской области, за 200 километров от Москвы, в прекрасном таком месте, которое напоминает немного каньоны. И это, конечно, может быть, у нас в Казахстане, конечно, каньоны, не может быть, а точно, намного больше, помасштабнее. Но тут каким-то образом мы смогли вот так, благодаря оптике, технике, создать такую атмосферу, что мы находимся на какой-то непонятной планете. Построили мы такую зеркальную сцену, которую очень долго туда везли. По тропинкам ее туда, в общем, по частям доставляли, собирали. Вот. Потом даже у нас там небольшой был скандальчик, потому что когда мы уехали, нам, значит, руководители Тульской области, связанные, которые отвечают за культуру, они говорят: да ничего страшного, такая красивая сцена, оставьте ее, мы потом ее уберем. И потом начали защитники природы писать нам гневные
письма, почему вы загрязняете природу. На самом деле мы очень бережно относимся к природе, и это нам вообще как бы не по адресу. Мы бы ее с удовольствием убрали. Ну, мы поняли, что ее никто не убрал, мы очень оперативно организовали этот демонтаж. Вот. И по поводу того, что мы относимся тщательно бережем природу, у нас предыдущий наш сингл, во время пандемии он тоже вышел, мы выпустили мультипликационный такой клип на песню «Остров», которая очень получилась интересная. Я считаю, что это одна из лучших, мне очень нравится это видео с итальянскими аниматорами, так что если вы еще не видели наш мультфильм «Остров», посмотрите его, пожалуйста, он есть на нашем канале в YouTube, и там он посвящен защите животных, защите диких животных, которые попадают в неестественную для них среду, в зоопарке или, там, скажем, в цирк. И вот в этом мультфильме мы освобождаем их ночью, крадем их из зоопарка и отвозим их на небольшом самолетике на остров, где они получают свою свободу и прибывают туда, где они должны на самом деле находиться. Павел Ермикович, вот вы расскажите, пожалуйста, немного вот такой секрет успеха группы. На самом деле 34 года, это реально, главное, чтобы не сглазили это достояние. 34 года так столько, так смеются. Люди столько не живут, по идее. Только не живут, действительно. Но действительно, да, в чем секрет успеха? Потому что я сейчас пытаюсь вспомнить. Битлз-то продержались, ваши любимые Битлз продержались значительно меньше. Сколько они продержались? Ну, с 62 по 70-й, и, в принципе... 8 лет? Ну, почему 8? 10 лет. 10 лет, конечно, мощная карьера. Вы все-таки... Да, они просто прекратили сначала концертную деятельность, потому что не было тогда такой аппаратуры, как они говорят, и крик фанаток и девушек, которые верещали на трибунах, он перебивал, они чуть ли себя там не слышали. Ну, плюс у них там были внутренние разногласия. Нет, ну зачем ориентироваться на Битлз? Мы можем вспомнить Rolling Stones, которые до сих пор еще Rolling Stones, да, единственная группа, которая с тех времен держится, все верно. До сих пор ждут, еще как. Вот, поэтому, секрет успеха, я думаю, что секрет любого успеха в любом деле, это, конечно, нужно безусловно быть фанатом своего дела, любить работу, получать от этого удовольствие. Мы на самом деле, когда начали заниматься своим любимым делом, музыкой, мы не думали никак, что это будет какой-то успешный финансовый проект. Мы просто играли любимую музыку, фанатели от исполнителей. У нас были определенные кумиры, на которых мы учились, которым мы подражали, играли сначала их композиции. Вот такой у меня любимый музыкант Чик Корея. Да. Недавно он, кстати, тоже получил Грэмми. Вот он недавно, к сожалению, покинул этот мир. И вот это был один из моих любимых музыкантов. И мы играли его композицию «Испанию» знаменитую. Поэтому мы очень любим свое дело. И постоянно это бесконечная работа. Это не так, что там с 6 или с 8 до 6. Это 24/7. Да. В общем, только поесть, поспать, а все остальное время это все посвящено творчеству, работе. Естественно, есть какие-то перерывы, какие-то каникулы. Но у меня, например, какой-то такой график, он сплошной. Я, честно говоря, очень люблю быть в работе. И когда уже появились какие-то результаты, и мы смотрим, что приходят люди на концерт, потом мы стали получать какие-то гонорары, деньги. На самом деле бывают такие моменты, когда вот мы стоим с Володей Миклошичем и выступаем, и когда мы смотрим вот полный зрительный зал, когда люди поют наши песни, танцуют вместе с нами, мы выходим потом за кулисы, настолько счастливые, что как-то мы один раз переглянулись, я говорю: Вов, представляешь, еще мы за это еще и деньги получим. Вот у меня как раз был такой вопрос, потому что понятно, что длинная карьера подразумевает неоднократное, многократное исполнение одних и тех же песен, и вас, как музыканта, вот, например, самые хитовые, самые востребованные песни, вот вам не надоедает ли, вот этот самый простой, самый распространенный вопрос в основном у публики, не надоедает ли играть одни и те же песни на концерте? Ну, вы знаете, в принципе, конечно, есть какое-то пресыщение, но лично для меня, я вот скажу
так как я в каждый концерт я играю по-новому, по-разному. У меня нет никогда не чтобы повторялся несколько раз одно и то же. Есть, конечно, какие-то определенные там каноны, гармония, в общем, аккорды, мелодии и так далее. Но я во время концерта иногда часто могу что-то там импровизационно перегармонизовать, сыграть что-то по-новому, сыграть какими-то новыми красками. В общем, найти что-то новое каждый раз для себя. Я играю эту песню как в первый раз, потому что если все время играть заученную партию, это, конечно, я вот не завидую некоторым нашим музыкантам, которые, вот выучив партию, от которой я от них очень жестко требую на репетициях, они ее выучивают и каждый раз они ее играют. Но я всегда приветствую какие-то импровизации, если они уместны, и у нас очень хорошие ребята в группе работают, так что мы иногда им и что-то можем им поимпровизировать. В этом плане очень интересно давать какие-нибудь концерты типа Unplugged, где можно по-новому немножко сыграть на акустических инструментах, сыграть более свободно. Байгали Ермекович, сейчас мы выйдем еще на одну композицию группы А-Студио и вернемся снова в эфир. Следующая наша композиция группа А-Студио на Казах Тайм. Улетаю. В эфире Казах Тайм. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Байгали Серкебаев. Секрет в то, что это талантливые ребята, первое. Если бы не было таланта, не было бы вообще ничего. Второе, то, что сейчас появилась возможность в связи с интернетом продвигать и развивать, и доносить свое творчество до миллионов людей без границ. Если раньше, когда мы жили все в Советском Союзе, у нас был занавес, у нас были Министерство культуры, худсоветы, которые решали, кому быть, кому не быть, кого пускать, кого не пускать. У нас были телевизионные каналы, и до сих пор сейчас есть и в России, куда тоже не все могут попасть. А интернет это такая, с одной стороны, имеет и обратную сторону, то есть туда могут, кто попало, выкладывать самую низкопробную, самую ужасную продукцию, мягко говоря, так ее назвать. И тем самым пространство очень сильно захламлено. Это такая большая, как говорит Володя Миклошич, канализация, помойный слив, куда сейчас все стали артистами, певцами, кто должен быть и не должен, все запели, стали интернетскими там звездами, блогерами и так далее. Но тем не менее, это с другой стороны есть возможность. Если ты среди вот этого болота пробьешься со своим талантом, так как, например, сделали эти ребята, о которых вы говорили, и как вот, например, наш Иманбек, который получил сегодня Грэмми, это потрясающее, я считаю, завоевание, успех и такая гордость за Казахстан. Кстати, он был у нас в гостях, был на предыдущем эфире, он был в гостях, тоже Иманбек до получения Грэмми буквально, и мы ему пожелали удачи, вот он выиграл Грэмми. Байгали Ермекович, наш эфир немного уже закругляется, у нас здесь говорят, что уже приходит к концу наш эфир. Я хотел такой вопрос задать, мне вот интересно, на самом деле, где вы себя чувствуете больше как дома? Вот Россия, Казахстан, Англия, да, вот дочь у вас сейчас там, дети ваши. Вот где вы себя чувствуете больше как дома? Можете поделиться таким маленьким секретом? Да, на самом деле, мне везде хорошо, я очень люблю, естественно, я люблю очень Алмату, это город, где я родился, это моя родина, это истоки, вот. Я очень привык к Москве, потому что я уже, наверное, 30 лет уже живу в Москве. Я полюбил уже этот город шикарный, который в последнее время очень стал красивым. Он настолько прямо похорошел. Я очень люблю и Лондон, люблю и прилетать и в Нью-Йорк, естественно, и в Майами. И вот полюбил теперь в Лос-Анджелес приезжать. Но там больше такая творческая. Как город Лос-Анджелес, я, честно говоря, пока что-то еще не пойму. И надо, наверное, там побольше пожить, повариться. Поэтому есть пословица «хорошо там, где нас нет», а я считаю, что хорошо там, где мы есть. Все верно. Это моя версия. Ждем вас, на самом деле, в Нью-Йорке. Хотели бы, чтобы группа А-Студио организовали здесь концерт, и мы уверены, что с удовольствием туда соберутся наши казахстанцы, да и не только казахстанцы, все русскоговорящие комьюнити. Байгали, можете, пожалуйста, пару слов пожелать нашим слушателям, казахстанцам, те, кто слушает в Нью-Йорке, в
Freedom FM, программу Казах Тайм, и вашему брату, который как раз Алмаз, тоже у нас на связи, так что передадим ему тоже привет. Спасибо всем, кто был сейчас в этом эфире, всем, кто организовал этот замечательный разговор. Мы могли, конечно, еще подольше поговорить, пообщаться, но время подошло к концу. Я желаю всем здоровья. Самое главное в это непростое время. А здоровье всегда нужно, а сейчас особенно. Берегите себя, всех своих близких. Хотел, пожелать еще успеха, ребята, вам. Я знаю, что вы участники проекта 100 новых лиц Казахстана. И всем счастья, мир, процветания, хорошая музыка, любовь. Благодарим Байгали Ермековича за прекрасный эфир. Час просто прошел очень незаметно, и мы вернемся с вами как по-прежнему, как уже положено, каждую неделю по понедельникам в 10 утра программа Казах Тайм. Сейчас замечательная композиция группы Улутау, Жумор Кулаш, друзья. Поехали.